Троицке я работал металлургом, и всегда у меня такая мысля появлялась, что я тут делаю именно на работе. И я себе говорил, ну это же не твое, ну что ты здесь сидишь? И причем всегда брал с собой краски, там бывало брал там ножи вот для резьбы по дереву, что-то вырезал там, рисовал. Ну, когда появлялось свободное время в ночь, если вот в ночь я работал, и всегда приносил с работы обязательно какую-нибудь картинку. Сергей Ивлев, фотохудожник, режиссер. Все мы родом из детства. Сергея всегда тянуло к творчеству. Не давало покоя врожденное любопытство, каков же будет результат. С первого раза не всегда получалось. К счастью, Сереже повезло с родителями, никогда не мешавшими своим 5 сыновьям найти свое призвание. Виктор Петрович и Гузель Зияевна детей за ошибки никогда не ругали, попытки творчества поощряли и, конечно, вкладывали, несмотря на то, что в стране был тотальный дефицит всего, в том числе вещей, необходимых для проявки и печати фотографий в домашних условиях. Пожалуй, доверие родителей – главный козырь воспитания детей, считает наш герой. Как-то мы пошли в магазин покупать ей сапоги. Заходим в магазин, я увидел аккордеон маленький. И давай клянчить у мамы аккордеон. Она не купила себе сапоги и купила вот у меня аккордеон. Вот. Было такое. То же самое с фотоаппаратом произошло, тоже она помогла. Я, конечно, сам тоже как-то откладывал деньги там, сдачи там с магазина, когда там ходил в магазин, вот откладывал там потихонечку копеечки там. И тоже вот родители помогли купить первый фотоаппарат, и вот я начал заниматься фотографией уже более серьезно. Привычка поздно ложиться у Сергея с детства, с тех самых пор, когда не досыпал из-за экспериментов в своей фотомастерской. С большим волнением мальчишка ждал, а что же получится в этот раз? К его радости сразу начинали проявляться силуэты и лица друзей. Затем появилось еще одно увлечение – гитара. Опять выручили родители, подарив инструмент старшему сыну на 16-летие. В общем, она висит, и отец мне говорит: «Чё, сын, наверное, гитару продадим? Все-таки 25 рублей». Я такой: «Пап, я научусь играть, типа, чуть-чуть дай время». Он говорит: «Ладно, давай». Типа, и вот через какое-то время приехал мой двоюродный брат Володя. Он играл хорошо на гитаре, вот он показал несколько аккордов, буквально там 3-4, вот. Научил настраивать, и все, и я дальше сам начал играть. Все мои друзья научил я друзей играть на гитаре. Начало пути. Закончив 9 класс, Сергей продолжил учебу в Юлдыбаевском профтехучилище по специальности тракторист-машинист широкого профиля. В это же время он создает музыкальную группу. Репертуар ансамбля в основном состоял из песен собственного сочинения. Но перед ребятами встал вопрос о помещении для репетиций. И на сей раз Сережа не растерялся, как всегда проявил находчивость и сноровку. Вырыли яму, да, с другом моим, вот, потому что у нас не было помещений, где играть. Мы с ним вырыли яму, да, и обшили ее, в общем, вот, перед зимой буквально. И печку сделали там все. Это как погреб же получается? Да, как погреб, да, но утеплили ее, обшили, да, сверху земли, застелили землей и все. В общем, там было тепло. И мы там играли, да, вот. Сочиняли песни, играли. В общем, было очень интересное детство было у меня. Сейчас нету, наверное, этого погреба, да? Он обвалился. Верный путь.
После окончания училища Сергея призвали в армию, служил на афгано-таджикской границе. Затем возвращение и работа на металлургическом комбинате Новотроицка. Но каждый день, отправляясь на работу, щемило сердце. «На своем ли ты месте, Сережа?» – думал юноша. Похожие друг на друга дни, рутина усугубляли его внутреннее состояние. Решение пришло неожиданно. Позвонил друг из Уфы и пригласил его в гости. Когда я приехал с Новотроицка, приехал в Уфу, я понял, что жизнь дана тебе один раз, и ты должен заниматься тем, чем ты действительно хочешь, а не просто там тратить жизнь на что-то там. Да, тяжело, поначалу тяжело, но потом просто, во-первых, тебе нравится это, ты занимаешься, и постепенно ты вливаешься, и люди начинают тянуться к тебе, видят, что ты что-то там стараешься, что-то делаешь. Несмотря на трудности быта и съема жилья поначалу, Сергей плавно и верно вливается в темпоритм Уфы с ее интересными проектами и атмосферой творчества. Открывается второе дыхание, всерьез увлекается фотографией, снимает клипы, пишет музыку, после работы по ночам делает аранжировки к песням. Я уже не говорю «я», уже говорю «мы», то, что мы с супругой уже обросли очень творческими людьми, такими очень много творческих людей вокруг нас, знают нас, да. Всегда спрашивают, когда ваш следующий проект, фильм, там, может, мы там как-то сможем чем помочь. Очень много людей, которые помогают нам, да, и даже финансово помогают, что удивительно, да, финансово. То есть люди понимают, что мы все своими руками делаем. И самая моя любимая фотомодель – это моя бабушка. С удовольствием всегда ее снимал. И она сама любила позировать очень. Я приезжаю в деревню с фотоаппаратом, говорю: «Лясей, ну что, ты готова?» Она: «Да, что одевать?» Национальное свое. И она, полчаса я даю, она одевается там, выходит, вся нарядная такая, в платье национальном. И говорит: «Все, я готова». И я снимал. Счастливый билет. Как же в творчестве без доброго слова, искреннего участия близких людей? Сергею повезло и с ними. Особенно благодарен маме, при любых обстоятельствах поддерживавшей его. Сейчас вдохновляет его на новые проекты супруга Регина. Именно рядом с ней творчество Сергея заиграло новыми красками. В прошлом году снял 2 фильма «Сфера» и «Хранитель душ», музыку и сценарий которым написал сам. «Сфера». Горная местность Иремель, город, знаешь, Иремель, Челябинская область, это там. Там мы снимали, поехали на 5 дней, и там снимали. Очень красиво, конечно, там. Первый раз мы поехали туда отдыхать, и мне очень понравилось, настолько понравилась эта местность, все, и в голове я прям супруге говорю, у меня в голове прям идея родилась, все, и я супруге говорю: приедем в следующий раз, мы приедем сюда, дай бог, снимать фильм. У меня уже сценарий начинает формироваться. Она, конечно, приедем, все. И поехали, по-моему, на следующий год уже поехали фильм снимать. После того, как ты ушел, Вера сама не своя. Я ее не узнаю. Мама, ты его знаешь? Вера, что с тобой? Это же дядя Ваня. Давно знаком и с канонами монтажа, поэтому фильмы и клипы смонтировал сам. Ответственно работает с каждым кадром. В этом главные помощники — его врожденное внимание и умение выстроить картинку. Много смотрю фильмов. И смотрю не как зритель, а как
разбираю этот фильм прям на запчасти, прям вот по кусочкам и смотрю, из чего он состоит, почему так сделан. Задаю себе вопрос. И вот, то есть именно вот таким путем как бы вот я обучаюсь. Настроение праздник. На данный момент я пишу сценарий вот к фильму. Вот, планируется такой фильм, не знаю, пока не решил. Короткий будет метр или полный. Вот. Скорее всего, короткий, потому что с полным очень сложно. Вот. Социальная драма. Стремление к творчеству у Сергея Ивлева с годами не слабеет. Мечты так и остались бы мечтами, если бы не его трудолюбие и практический опыт в своем деле. Как и в детстве, Сергей до сих пор вдохновляет на творчество простые люди, родной Юлдыбай, величие родного края. Хочется верить, что впереди у него еще много добрых и прекрасных проектов.